Приветствуя гостей в зале этнопарка Апсны, министр туризма Стамурлогу отметил особую атмосферу этого уникального места, насыщенного культурой и традициями Абхазии. Он выразил благодарность всем присутствующим за заинтересованность и готовность к открытому диалогу. Министр акцентировал внимание на необходимости выявления существующих проблем и поиска эффективных решений, чтобы сделать туристическую сферу республики более динамичной и привлекательной. Цель нашей сегодняшней встречи – во-первых, познакомиться, поговорить о том, какие у нас есть проблемы, какие направления нам нужно развивать, какие предложения есть у вас, есть у нас, для того, чтобы наша работа была более плодотворной, для того, чтобы мы еще лучше справлялись со своими обязанностями, каждый на своем поприще. Гостей поприветствовали также вице-премьер Абхазии Вараздат Минасян и депутаты парламента, отметив важность и актуальность обсуждаемых вопросов. Считаю очень актуальным и своевременным проведение сегодняшнего круглого стола. Это очередная площадка для общения, для дискуссии. Я уверен, вы взаимодействуете со своими коллегами, находящимися в Абхазии, и уверен, они вам подтвердят, что со стороны Народного собрания всегда очень чутко относились ко всем интересам представителей туротрасли, как отечественной, так и, естественно, и тех туроператоров, которые работают по направлению в Абхазии. Мы всегда со своей стороны будем оказывать поддержку для дальнейшего развития. Это выгодно как гражданам Абхазии, это выгодно так и туроператорам. Гости-туроператоры отметили, что стало доброй традицией проводить встречи в начале туристического сезона. Такие мероприятия позволяют заранее обсудить широкий круг вопросов, направленных на улучшение туристического сервиса и создание условий, которые помогут туристам в полной мере ощутить всю прелесть и уникальность страны. Тот поток российских туристов, который на сегодняшний день идет в Республику Абхазия, это в количественном отношении эта дестинация входит в пятерку ведущих зарубежных дестинаций, куда предпочитают ехать на отдых российские туристы. Поэтому я думаю, что этот тренд сохранится. Во всяком случае, с российской стороны у нас такая задача есть. Абхазия у нас занимает лидирующее положение на выездном рынке. Поэтому, да, мы прикладываем к этому достаточно большие усилия. Все, наверное, здесь присутствующие знают, что 12 июня у нас прилетел новый наш прямой рейс Москва-Сухум. Надеемся, что тенденция к развитию данного направления сохранится. У людей есть желание посетить эту страну, есть желание возврата, но у меня предложение, что и страна тоже должна на это откликнуться и предпринимать и в дальнейшем меры по улучшению качества, по улучшению обслуживания, по расширению номерного фонда. Это важно. Перелеты прямые Нижний Новгород, Сухум, и в последующем рассматриваем сейчас возможность перелетов из Казани и Уфы. Если все сложится более-менее так, как нам нужно, так, как мы хотим, я имею в виду в плане стоимости перевозки, перевозка, безусловно, должна быть субсидированная из регионов. Без этого мы не сможем сформировать конкурентоспособный продукт. И поэтому, если у вас есть возможность в этом плане также посодействовать нам, да, в договоренностях с этими дестинациями, буду всегда признательна. В рамках круглого стола обсуждались возможные стратегии привлечения туристов в частный сектор. Были рассмотрены современные подходы к организации туристических услуг. Участники обменялись опытом с коллегами и выделили ключевые направления для развития туризма в Абхазии. Недопонимание произошло между вашими представителями и нашими экскурсионными организациями. Те, кто находились на объектах, да, поняли, что в этом нет ничего такого. Сопровождающий, естественно, должен спросить, как доехал турист, как его доставили, трансфер был комфортный, отель нормальный, и предложить
уже со стороны ваших партнеров, с кем вы здесь работаете, экскурсионную программу, дополнительная, которая идет. Правильно мы понимаем, что она формируется уже по факту здесь, потому что турист ее здесь покупает на месте. Как мы говорим, плохая погода, хорошее настроение, ему хочется какого-то разнообразия, поехать в том или ином направлении. Сейчас мы будем также объяснять, работать, что здесь нет никакого там, как кто-то думает, захвата экскурсионного рынка и так далее. Министр туризма Астамур Улогу затронул и проблему нелегальных экскурсоводов. Много подобных сложных тем. Вы наверняка слышали вопросы, которые из года в год ставятся по поводу работы здесь гидов с Российской Федерации, да, на территории Абхазии, что запрещено законом. И как на это реагирует наша отрасль, скажем так, которую, безусловно, мы поддерживаем в этом отношении, потому как это не может в нарушении закона гид-экскурсовод работать в Абхазии. И мы согласны. И мы согласны. Но вот, понимаете, это тоже часть абхазского малого среднего бизнеса, то, о ком мы говорим, чтобы не получилось так, что все эти компании останутся без работы, когда крупные операторы, такие как вы, с теми, у вас тоже, понятно, партнеры Абхазии, да, местные компании, точнее. Местные. Да. Ну, их 3-5, а компаний, в общем-то, у нас гораздо больше. И каждая из них на каком-то своем уровне зарабатывает средства для того, чтобы жить и развиваться. Вот, чтобы не получилось так, что эксклюзивное право будет передаваться 3-5 абхазским компаниям, я все понимаю, местным, но выпадут еще 15-20, которые вообще ничего не получат. Вот здесь давайте найдем какую-то формулу, при которой это будет выгодно для всех. Встреча длилась около 2 часов и проходила в формате живого диалога. В завершении мероприятия Министерство туризма Абхазии подписало соглашение с Российским национальным союзом профессионалов туриндустрии и ассоциацией «Турпомощь». Шазина Ханагу, Иналгвинджия, Абхазское телевидение.